дороги, а повернуть можно вообще не туда. Утешительный антиприз отправляется в Кострому, где в левый борт нашему зрителю Максиму влетел седан. Шел водила как заправский летчик, по приборам, не глядя на дорогу. Привычка к чистому небу подвела. На земле-то помех побольше будет. О вреде гонок под мигающий светофор с легкостью поведает наш телезритель Илья. В Сыктывкаре он сам видел, как отечественный хэтчбэк превратил в набор запчастей передок кроссовера. Прямолинейный водитель вылетел на перекресток на желтый, а уже на зеленый заезд был завершен. Быстро, точно и бессмысленно. Все торопились, и никто не успел. Чем больше шкаф, тем громче он падает. Точно так же и с машинами. В Калининграде, прямо перед фурой нашего зрителя Павла, легковушка повернула направо через сплошную. Еще один водитель решил повторить этот фокус. Если бы автомобилист посмотрел в зеркало, то, может, и вспомнил бы, что на дороге он не один. В таких случаях спасает только приличная дистанция и вовремя нажатая педаль тормоза. Жесткая авария в Сочи. Седан внезапно выскочил с парковки на главную дорогу. Мощный удар смял машину. Пермь. Наш зритель Василий стал свидетелем неудачного дня водителя бензовоза. Грузовик пытался объехать автомобили после аварии, но что-то пошло не так. Многотонная машина не вписалась в поворот и устроила еще одно ДТП для многострадальных машин. Тормоза придумали трусы и спасли миллионы жизней. Белая иномарка лихо обошла автомобиль нашего телезрителя Владимира и устремилась к светофору. А там уже красный. Торопыга метил в свободный правый ряд, но в последний момент туда перестроился минивэн. Легковушка по-каскадерски встала на два колеса, а второй участник аварии отскочил в сторону, зацепив фургон. Зрителю Евгению совсем немного не хватило внимательности на трассе в Белгородской области. Водитель седана пропустил поток машин. Они объезжали фуру, которая перекрыла полосу после аварии. Но наш телезритель слишком поздно заметил помеху. Запоздалое торможение помогло избежать серьезных последствий. Но без смачного поцелуя в корму «Волги» все же не обошлось. Женщин за рулем можно встретить часто, а вот автогражданки – это редкий подвид. Наш зритель Евгений наблюдал за приступом острого дорожного идиотизма в Ростове. Нетерпеливая женщина на иномарке решила объехать пробку по встречке. Дама сместилась в сторону встречной обочины и столкнулась с ехавшей по своей полосе легковушкой. Хитрый ход превратился в аварию. Поездка под Казанью обернулась для телезрителя Виктора увлекательным приключением. Одна автогражданка бездумно пошла на обгон вслед за другими машинами. Виктору пришлось постараться, чтобы уйти от лобовой атаки. А возмутительница спокойствия изволила вернуться в свой ряд только когда опасность уже миновала. От смешного до великого. Все в одной передаче. Слышь, передачу по ТВ. Наш зритель Алексей дал повод переиначить поговорку про соломинку и бревно. Ребята, вообще красавчики. Сними ты, Ванек. Находчивый владелец буханки нашел достойную замену оторванному колесу. Запаску нельзя достать. Ты можешь там... Да что запаска? Так ведь одним выстрелом двух зайцев. И дровишек насобираешь, и до дома доберешься, и еще и след в истории оставишь, по крайней мере, на асфальте. В Санкт-Петербурге телезритель Сергей заметил застрявшую на переходе колясочницу и без лишних слов пришел на помощь. Мужской силы тут как раз и не хватало. Доставил женщину на тротуар. Не оставаться в стороне и не закрывать глаза – это и есть водить по-русски.